А здесь запчасти. Это, наверное, на ножку. Да. Ну что, Улам, получается у тебя, мой хороший? А? Да, все получается. Какой ты у меня молодец. Это что у тебя? Ножка. Стула, да? Да. Стала. Ножка стола. Ты опять босиком? Как любит ходить босиком. Немножко приболел Кирюша. В школу не ходим пока. Делаем уколы. Да? Да. Как ты себя сейчас чувствуешь? Нормально. Кашель проходит уже, да? Ага. Сколько ты собрал уже? Одну ножку? Да. Угу. Вот тебе конструкция. Раньше игрушками играл, собирал. Конструкторы у нас были. А сейчас вот видишь, мебель собираешь. Молодец. Арчик куда-то ушел Под стол. под стол. Какой хорошенький. Какой смирненький. Послушный. Котенок ушел. Боится, наверное, что я прогоню. Очень даже любит наблюдать, когда дети что-то делают. Ему, наверное, скучно без них. Целый день один. То одну комнату заходит, мяукает, то другую. Везде их ищет, когда дети в школе. Может, подержать? Да нет. Сам справишься, да, Улам? Да. Какой ты у меня молодец. Достойный мужчина растет у нас, да? Да? Да. Владислав уроки делает. Владислав, наверное, и не заметил, что Кирюша собирает стол. Какой. Стол, конечно, мне бы хотелось белого цвета, но не было. Ну ладно. И такой цвет пойдет. Тебе интересно собирать? Да. Какой ты у нас серьезный. А? Весь в папу. Папа тоже все умел делать. Холодильники делал, Блин. ремонтировал. Магнитолы, телевизоры. Раньше были старые телевизоры. Плитки умел хорошо клеить. Навесной потолок сделал. Мотоциклы раньше делал, когда еще был подростком, ремонтировал. Все ремонтировал, все умел. По электричеству тоже соображал. Учился он на сварщика. Электрогазосварщик-резчик. Его профессия была.
Ну как? Уже ножки собирает мой внук. И пришел помогать младшенький Владислав. Привет. А чё ты брату не помогаешь? Я ему молотком буду помогать. Молотком? Как ты Ты будешь что? молотком помогать? Подрастешь, будешь за меня делать. Вдвоем будете делать. Будет помощником тебе. Всем привет. А я думала, ты забыл поздороваться. Вот ножки уже прикручивали. Вот как мне не похвалить их? Конечно, буду хвалить. Буду разными вкусняшками баловать их. Особенно в выходные дни. Получается, Улам? Да? Молодцы. Так и молоток держишь, да? А что ты будешь с молотком делать? А? Зачем ты принес молоток? Гвозди забивать. Гвозди забить? Да, гвозди надо будет забить вот сюда. Вот сюда надо будет гвозди забить. Маленькие. Четвертую ножку делаешь, да? Да, последний. Угу. Молодец. Заказали мы этот стол на Валберсе. 1650, по-моему, стоит. Я уже забыла. Со скидкой это, а стоило 3 с чем-то. Точно, конкретно не могу говорить. Забыла уже. Это не реклама. Просто мы купили. Может, кому-то интересно будет действительно. А стол хороший. Стойкий. За такую цену можно купить. Последний этап сборки. Ой. Молодец. Все. Сейчас остальные ножки, да, Да. доделаешь. Вот мой внук Кирюша собирал стол. Стол довольно большой, не маленький, крепкий. Кирюша молодец. Вот на этот стол сколько кухонной техники я могла поставить. Тут хлебопечка, микроволновка, термопак, мультиварка и мои фартуки тут висят. Мне нравится. А вот Сабина, спортсменка наша, умничка наша. Вчера у нас было соревнование, катались на лыжах, и Сабина наша получила 2 место. Умничка. Вот столько у нее медалей. Вчера получила она 16-ю медаль. Каких только нет, за что только не дали. Тут велосипед нарисовано. А это 3-е место. За что? По лыжам. По лыжам. А это 1-е место за что? За самбо. За самбо моя. А это Тоже по лыжам. по лыжам. Это 3-е место тоже есть. За что гонка? По лыжам. Угу.
Тоже по лыжам. Тоже. А это за что? ГТО. ГТО. Первое место ГТО. И третье есть. И шахмат есть. Это что? Лыжные гонки. Лыжные гонки. Это за что? Первое место. Тоже по лыжам. Молодец. Вот второе место. Это вот медаль мы получили вчера. Умничка ты наша. Она вообще без тренировки занималась вчера. Давно не ходила на тренировки. Теперь будем ходить вдвоем, да? Я буду тебя отвозить на тренировку. И я тоже попробую кататься на лыжах. Там можно брать мне прокат. А Сабина катается как спортсменка наша. Бесплатно. Вот так. Удачи тебе, кызым. Спасибо. Ну и вчерашняя грамота. Добрый день, мои хорошие. Сегодня продолжаю снимать свой ролик. Около Дом культуры вот такую елку нам поставили. Ночью, конечно, елка вся светится, красивая. Как-нибудь сниму ночью. Вот у нас разные фигуры делают. Красота. Каждая организация делает свою фигуру. Вот так даже милые дамы помогают. Привет, это мой сосед. Что делаешь? Фигуру делаешь? Какую фигуру делаешь? Покажи нам. Я покажи. Какую фигуру он сейчас делает. Посмотрим. Ой, какая красота! Золотая рыбка, да? И дед. Дедушка маленький. Ладно, маленький, да удаленький. Это, по-моему, коммунальное хозяйство. И вон там горка. Всем привет. Это мой Кирюша. Мы пришли в МФЦ по делам с внуком. Вот решили заглянуть, чуть-чуть снимать. Ну что, мои хорошие, я вам показала, как мой внук собирал мебель. Первый раз. Но он справился на отлично. Я очень даже рада. Младшенький тоже около брата посидел. Это тоже хорошо. Хотя он еще не делал. Но приятно мне было их видеть вместе. Как они вдвоем сидят и разговаривают. Показала я вам елку нашу общую. А дома, когда мы поставим елку, еще не знаю. Мы решаем, какую елку нам купить. Искусственную или живую. Искусственная елка стоит 2 с лишним тысячи, а живая от 600 рублей. И дальше. Но живая елка, конечно, ароматно пахнет, но ненадолго.
начинает сыпаться. Да и жалко еще. Ну, конечно, можно поставить в воду или влажный песок, ведро посадить. Ну, не знаю, еще мои дети решат. Скажут мне на днях. И мы купим елку, нарядим с ними. А какие фигуры у нас делают, прямо прелесть. И наш сосед Ленар, вы видели, какую прекрасную золотую рыбку с дедом сделал. Все очень приятно, все стараются. Ведь скоро праздник, Новый год. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю добра, уважения друг к другу, любви, здоровья и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующей встречи.